Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 25 июня 2025 года, 16 часов по Берлину, 17 часов, соответственно, по городу Джахару. Я вас всех, друзья, приветствую сердечно. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть безопасно, друзья. Лайки тоже они, кстати говоря, не увидят, потому что я их давно закрыл. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте вопросы и так далее и тому подобное. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок Путин сдал русский Тегеран» в кавычках, «Иран без урана» вопросительный знак. Давайте об этом и многом другом поговорим. Но перед тем, как начать свой стрим, по традиции, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских боевиков за прошедшие сутки на 25 июня. Итак, ликвидировано 950 русских боевиков и ранено. Уничтожен 1 танк, 6 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 131 БПЛА, 1 БПЛА сбит, 123 автомобильной техники и цистерн уничтожено. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. 21 июня в Киеве 21 июня пытались взорвать военного Азова. На месте пригласили его на встречу. И когда он подошел, была в мопед заложена взрывчатка. Здесь есть видео. Он подходит, смотрит на этот мопед, не садится на него, делает шаг, разворачивается, и в этот момент происходит взрыв. Ну, благодаря тому, что он находился где-то в метре, может быть, в 1,5 метрах от мопеда, он не пострадал. Более того, он не только не пострадал, но, судя по его реакции, он особо и не парился, по-моему. Чуть-чуть он отбежал, конечно, но абсолютно без какой-либо паники, просто сделал несколько шагов вперед. Украинские воины закалились, и Бог их спасает, Бог их бережет. Слава ЗСУ, слава украинским воинам. Далее, тоже очень интересная новость от миссии НАТО. Президент Трамп намерен представить современное НАТО быстрее, смертоноснее и построенное для победы в 21 веке. От искусственного интеллекта до киберзащиты, до производства промышленного оружия. Это альянс, который готовы противостоять сегодняшним угрозам. Каждый союзник должен инвестировать 5% от валового внутреннего продукта. И это говорит о том, что в ближайшие годы мы увидим НАТО, где будут, помните, Илон Маск говорит про роботов, усиленно создаются роботы, усиленно создаются дроны, которые сами находят противника и сами принимают решения и уничтожают. Самолет просто пролетает где-то высоко над территорией противника, выпускает сотни тысяч дронов, представьте себе, сотни тысяч маленьких дронов, в котором от 1 грамма до нескольких грамм взрывчатки. И
И они сами летят роем и поражают вот людей. Ну, не знаю, как они это будут выбирать. Может быть, лица будут внесены в базу. Может, по форме они будут определять, хотя форму, наверное, тогда быстро поменяют. Просто база на всех вам военных, наверное, тоже вражеская не будет у всех. Ну, как-то это будет делаться, что будут роботы патрулировать, будут дроны работать, и полностью НАТО перевооружается. И я думаю, что мы вступаем вот в эту мощную Третью мировую войну. Мы вступили в нее уже давно, но сейчас уже на завершающей стадии мы находимся перед крупномасштабными, широкомасштабными, массовыми боевыми действиями. И это может продлиться в течение, наверное, 25, 26, 27 год, ну, до 28 года, скорее всего, все эти события произойдут. И, наверное, всем нам придется принять участие в этом. Кто-то будет мобилизован, кто-то будет просто в подвалах под бомбами находиться. И ось зла, она тоже уже определена, в принципе, она уже определилась. Это Иран, Россия, Китай, надо полагать, Пакистан. Ну вот эти, и все эти страны имеют ядерное оружие, и полагаю, что применение ядерного оружия тоже может произойти. Посмотрим. Посмотрим, что из этого будет, но вот такие вот дела. Также новость. Полиция Германии проводит по всей стране операции против подозреваемых в разжигании ненависти и подстрекательстве в интернете. Основное внимание уделяется авторам правоэкстремистских высказываний. В некоторых случаях речь идет об экстремистских религиозных постах и ради леворадикальных заявлениях, а также об оскорблении политиков, сообщает ДПА. Всего 25 июня ожидается более 170 обысков и других акций, при этом задержания не планируется. Цифровые поджигатели не должны иметь возможность прятаться за своими мобильными телефонами или компьютерами, заявил агентству Херберт Ройль, министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, где проходят 14 расследований. Он подчеркнул, что многие забыли о разнице между ненавистью и мнением. При этом все просто. Если вы не делаете чего-либо в реальной жизни, не следует делать этого и в интернете, пояснил Ройль. В 2024 году в Германии было зафиксировано 10 732 преступления, связанного с разжигающими ненависть постами. На треть больше, чем годом ранее, в 4 раза больше, чем в 2021 году. Ну что, разная всякая троллятина. У вас большие проблемы. Я думаю, сегодня только 170. На этом никто не остановится. На этом никто не остановится. Вы все будете, вы уже все на карандаше, о всех уже известно, и вас будут просто потихонечку привлекать к уголовной ответственности, что давно следовало сделать. Ну и также поделюсь с вами радостной, приятной новостью от нашего Фридриха Мерца, нашего канцлера. Мы сделаем Бундесвер самой сильной армией в Европе, как справедливо ожидают наши партнеры, учитывая наши размеры, мощь и географическое положение. Мы окажем прямую поддержку союзникам на восточном фланге НАТО. С этой целью у нас министром обороны и в начале апреля будут первые подразделения из новых 45 бригад. Одна бригада переехала в Литву, сказал на церемонии в Вильнюсе сегодня, повторяю, Германия слишком долго игнорировала
предупреждение своих балтийских соседей об имперской политике России. Мы нашли эту ошибку. Обратного пути нет. Господи, благослови Германию и Фридриха Мерца, скажу я от себя. Расходы Германии на оборону в 2029 году, то есть вот как раз эти 27, 28 и 29 год, вырастут в 2,5 раза и достигнут более 152 миллиардов евро, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Слишком долго мы в Германии игнорировали предупреждения соседей из Балтии об империалистической политике России. Мы определили эту ошибку и пути назад нет. Давай, Мерц. Взято южноукраинского новостного портала. Сообщает здесь. Далее, еще одна новость. Потери российской армии в Украине превысили 1 миллион человек. Из них 250 тысяч убитые, заявил Deutsche Welle высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге на саммите в Гааге. По его словам, согласно оценке Альянса, с экономической точки зрения Россия сможет вести войну еще как минимум до 2027 года. Генсек НАТО Марк Рютте во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга перед началом саммита НАТО в Гааге заверил Киев в дальнейшей поддержке. В этом году союзники уже пообещали оказать Киеву помощь в области безопасности на сумму около 35 миллиардов евро, напомнил Рютте. По его словам, Альянс делает все возможное для того, чтобы, когда наступит мир, Украина была настолько сильна, что Владимир Владимирович Путин больше никогда не попытается захватить ни один ее квадратный километр. Зеленский подчеркнул, что для Украины наиболее важным является единство НАТО и Европы. И мы видим это единство вокруг Украины, отметил украинский президент. Он выразил надежду, что это единство откроет путь к усилению Украины и ее способности обороняться в войне против РФ. Вот такие вот дела. А теперь давайте к вашим комментариям, друзья. Шалом, Иркин, слава Украине, героям слава. Мы тоже помогли в этом, точнее твой канал. Ну, во-первых, Иркин, без вас мой канал был бы, ничего из себя не представлял бы. Вы мои зрители, вы люди, которые мои единомышленники, некоторые мои друзья, знакомые, некоторые незнакомые. Без вас я бы ничего не смог бы сделать. Именно они так и хотят сделать, так они и делают, маргинализовать, задвинуть, поэтому канал на территории фашистской России запрещен, поэтому всячески дискредитировать пытаются, там, обливать грязью и так далее, и так далее. Поэтому огромное вам всем спасибо, мои дорогие, уважаемые единомышленники, мои зрители, мои сторонники и мои соратники. Спасибо вам большое. Да, мы сделали какой-то вклад, я думаю. Ну, оценит это история. Так, ну, конечно же, куда же без троллятины? Куда же без троллятины? Вот таких чеченцев, как вы, Аслан, я знаю. А сейчас я не могу сказать, что тех чеченцев, с кем я знакомлюсь в данный момент, они вообще чеченцы, говорит, Эл Греко. Я не понял, что вы имеете в виду, вы меня знаете. Но, слава Ичкири, героям слава, Эл Греко. Спасибо, героям слава. Так, сейчас я этих троллятину. И, понимаете, сейчас тема, которую мы будем обсуждать, это для русских очень болезненная. Дело в том, сейчас мы перейдем, конечно, это сейчас перейдем. Дело в том, сейчас я почищу этих.
троллей. Дело в том, что дело, обстоящее вот на Ближнем Востоке, в частности в Иране, оно просто выбивает почву из-под ног вот этой всей имперской, русистской сволоты. Понимаете? И получается так, что ситуация с ядерным вот этим обогащенным ураном прекратила существование. Все. Если Трамп сказал, значит нету больше ядерного потенциала у Ирана. И по всей видимости была договоренность, чтобы не было загрязнения или может по какой-то другой причине. Но за 3 дня, как все уже говорят об этом, вывезли вот эти все ядерные материалы, скорее всего, вероятнее всего, в Китай. И знаете, у меня закрадывается, на нашем канале говорят, без цензуры, поэтому будем говорить то, что мы думаем. И у меня закрадывается такое мнение, что Китай и американцы обо всем уже договорились. И сейчас идет спор за влияние на пост сегодняшнего мира. То есть на новый миропорядок, новую архитектуру мировой безопасности. И по всей видимости Иран передал Китаю вот этот свой ядерный, вот этот уран. И для русских это катастрофа. Но дело в том, что Путин, уже как мы уже давно об этом говорим, давно всех сливает, начиная от телеграм, заканчивая всем остальным. И получается, по всей видимости, что Иран понял, что сопротивляться бесполезно, Россия в лице Путина помогать ему не собирается, поэтому они передали и уран Китаю, вероятно, передали уран Китаю, и сейчас они готовы заключать мир. Но более того, внутри Ирана сейчас такая же ситуация, как и внутри России. Просто в Иране, видимо, более посмелее чуть-чуть народец. И они сейчас плотно противостоят вот этим аятоллам. Аятоллы, по всей видимости, капитулировали, ну, не прямо, что полностью белый флаг вывесили, а только вот, чтобы не трогайте, тянут время. И, по всей видимости, война в Иране гражданская, скорее всего, начнется в любой момент. В любой момент. Именно поэтому израильские ВВС разбомбили тюрьмы, где содержались политические заключенные. И многие, говорят, вышли на свободу. Многие вышли. Они разбомбили места, чтобы те люди просто могли вырваться оттуда. Ну и в Иране есть большая, мощная сила оппозиционная, которая готова смести вот этих аятолл. Для России, для вот этих разных ура-патриотов, разных фашистов вроде Дугина и всех остальных, это катастрофа. Она катастрофа, потому что они знают, что следующие будут они. Путин за них заступаться не будет. Путин, видимо, выторговывает себе место, отдает территорию Китаю, договариваясь, сдает Сирию там, Америке, Турции там, и так далее, хотя пытаясь внутри еще у себя как-то играть в игру, что он якобы как бы сопротивляется. Но я думаю, Путин давно уже капитулировал. И просто пытается как-то выжить в этой ситуации. И по всей видимости, Путин не будет защищать этих Дугиных, Мугиных и так далее. Путин просто переедет в Китай, спрячется под видом погибшего, под видом там просто Китай предоставит ему, как он Януковичу, убежище. Но вот эта вся вот эта сволота,
которую Путин набирал и ставил, они, конечно же, понесут ответственность. И все будут отвечать. Я в этом не сомневаюсь. Здесь такой большой механизм. Да, помните, когда мы начинали наш канал, кто нас давно смотрит, вы знаете, что мы давно предсказывали вот эти сегодняшние события. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло быстрее, но это имеет противодействие, поэтому быстро это, видимо, не происходит. Но как это будет происходить, я вообще ума себе не предлагал. Ну как это может произойти, я не знал. Я знал, что это должно произойти, потому что по-другому быть не может. Не может ни Америка, ни Великобритания, ни Германия, ни Франция проиграть. Потому что слишком мощная сила, не только как сами они сила, и военная, и экономическая, и там политическая, очень мощная структура, система, но они еще и внутри России имеют очень мощные свои завязки. Ведь русские не только русские внедряли сюда свою агентуру и там делали свои дела, но также и Запад не сидел без дела. И вот получается, что в итоге вырисовывается картина. Это искусственный интеллект, это переход в новую формацию. И катастрофа фашистской России, она не за горами. Я думаю, вот сейчас вот я вам читал, до 27 года в Украине у нее еще есть потенциал воевать, говорят. То есть этот год, следующий год. Ну, грубо говоря, 1,5-2 года еще Россия может сопротивляться. После того, как ее силы еще больше иссякнут, и не зря же эти бессмысленные, тупые мясные штурмы совершаются. Это идет стирание, утилизация вот этого всего агрессивного, воинствующего вот этой массы. И как только дойдет уровень сил Запада и понизится сила России до определенного уровня, тогда произойдет вот этот час X. Помните, Трамп сказал, что он дает Ирану 2 недели, в противном случае он сотрет все с лица земли и так далее, и так далее. И буквально на 2-й или на 3-й день они нанесли удар по этим горам, где у них находятся вот эти центрофуги и ядерные объекты. Поэтому, может быть, если там Борис Писториус говорит, что в 29 году мы столько денег потратим и так далее, там Марк Рютте говорит, руководитель НАТО, это, скорее всего, может говорить о том, что не обязательно это произойдет там в 29 году или 28 году. Это может произойти и в этом году, мощное, как 2 недели, сказал Трамп, а через 2 дня ударили. Все же они говорить не будут, правильно? Война – путь обмана. Поэтому, может быть, в этом году, скорее всего, мы увидим очень мощные какие-то потрясения. И следующий год, следующий год будет самым таким жарким и, возможно, очень кровавым. Посмотрим, что сказать. God bless America. God bless United States of America. Так что я вас, руснявые, поздравляю. Поздравляю за все, за каждую слезинку чеченского ребенка, грузинского ребенка, сирийского ребенка, украинского ребенка. За каждого убитого, за каждую женщину, за все горе, которое вы принесли. Все вернется к вам. Как говорил Джохар Дудаев, в каждый дом придет вот это горе. Так не бывает, что вы запускаете бумеранг, и он не возвращается. Он всегда возвращается. Слава Богу, что он возвращается. Ну, с чем я вас всех и поздравляю. Так, давайте почитаю ваш комментарий. Добрый день, дружище. Вы грамотный, умный человек. Как вы думаете, чем закончится конфликт Ирана с Израилем? С уважением. Толик, добрый день. Добрый вечер.
Ну вот как раз об этом я и говорил. Я думаю, скорее всего, это закончится гражданской войной и разделом Ирана на две части или на три части. А, Скорее всего, это уже решенный проект, потому что если запускается вот этот механизм, то обычно, как мы уже привыкли наблюдать, к этому уже готовы. Скорее всего, произойдет гражданский конфликт внутри Ирана, и после этого произойдет развал. Между Ираном и Израилем, вероятно, будем надеяться, больше обстрелов не будет, потому что Трамп это очень, как вы видели, матом высказывался в первый раз. Такие резкие слова Трамп говорил публично. Поэтому, скорее всего, и Иран, и Израиль бить не будут, но, конечно же, могут быть и отморозки, и эксцессы исполнителя, да что угодно там на местах может быть. Но мне кажется, война Израиля и Ирана, 12-дневная война, закончилась полной, безоговорочной победой Израиля и Соединенных, конечно же, Штатов Америки. Как-то так. Если вам так не нравится, что вы мне тут заходите? Вы троллятина. Кстати, помните, вчера, по-моему, да, они писали, 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 а потом ровно час прошел, и раз, и вся троллятина заткнулась. Помните, еще кто-то комментарий писал, не помню, ник его, говорит, куда вся троллятина делась. И я тоже смотрю, потом смотрю на время, как раз уже было 8 часов. Видимо, у них рабочий день в 8 заканчивается. Или же там на час их просто арендовали 15, за 15 рублей за пост. Так. Да, Китай и США уже несколько раз встретились в Лондоне, походу договорились. Да, Иркин, ну знаешь, встреча, она ни о чем не говорит на самом деле. Официальная встреча, о чем мы узнаем, это только вот маленькая верхушка айсберга. Спецслужбы тут все решают. Они договариваются, они принимают решения, аналитики, спецслужбы. И потом уже политику на стол кладется и говорит, вот у нас вот такая ситуация. И политик уже говорит, исходя из того, что ему доставляют, ему предоставляют информацию его спецслужбы. Поэтому я думаю, да, мир будет новый, будет мир двухполярный, как русские очень этого хотели, очень они этого добивались, они обиделись, что они сейчас уже никакой роли не играют, а являются просто какой-то сырьевым придатком. И поэтому вот Бог услышал их молитвы, и будет мир двухполярным. Только русня будет половина в Китае, а половина на Западе. Поэтому я думаю, лучше всего не рыпаться особо им. Так.
Я смотрю, не нравится вам, да? Армения тоже, кажется, понимает, что с Россией далеко не уйдет. Российского армянина-миллионера арестовали, оппозиционера из церкви тоже арестовали. Да, кстати говоря, я был немножко удивлен, когда президент Армении, да, сказал, что надо договариваться с Турцией, надо общаться, дружить и так далее, и так далее. Ну, это хороший знак, я вам скажу, хороший знак. Баня Вату, говорит, они недостойны быть на этом стриме. Пусть пишут, пусть пишут. Забанить их вообще не проблема. Пусть пишут, Абдул. Все нормально. Они, знаете, это проявление их внутренности, их характера, их сущности. Им нравится, они мучаются, но пишут, заходят и слушают. Им тяжело, но им дают 15 рублей. А знаете, между прочим, вы троллятина, которая сидит и караулит мои стримы, вы понесете тоже ответственность. Ваши все списки в этих ваших фабриках троллей, они имеются, вы получаете зарплату, и вы все будете привлечены к ответственности. Вы все будете наказаны. Будет мега суд над вами, над всеми. Ну, вы-то, конечно, всего лишь фигня из-под ногтей. Ну, вы тоже попадете под раздачу. Почему ты считаешь, что Россия не имеет права отстаивать свои интересы и должна прогибаться под НАТО, говорит Якудза Санду. Но я не считаю, что Россия не имеет права отстаивать свои интересы. Нет, любая страна, любой народ, любая нация имеет право отстаивать свои интересы. Но нельзя делать то, что вы делаете. Нельзя быть людоедами. Понимаете, вы просто людоеды. Вот в Мали, буквально сегодня смотрел ролик, как ваши вагнеровцы людей просто жарили, убивали, вырезали их там и ели. Представьте себе. Мы же не просто называем ваши вот эти орков людоедами, сатанистами. Понимаете? Ваша русская православная церковь – это чистой воды сатанизм. Но русская православная церковь, сатанизм сказать, было бы неполная правда, если бы не сказать духовное управление мусульман, которое является подразделом вот этой русской православной церкви, то есть КГБ, СССР и ФСБ, что вы людоеды, самые настоящие, и сатанисты. Понимаете? Нельзя быть сатанистом, нельзя быть людоедом в этом мире. Вы очень много зла принесли. Что вам сделали братья украинцы, которых вы братьями называли? Что они там русских убили больше, чем даже украинцев, наверное. Всех вот этих ДНР, ЛНР, так называемые, которые вам поверили, вашей лжи, вашей пропаганде, вашим Соловьевым и Скобеевым. Вы их первыми бросили в пекло и просто перемололи там. Вы, конечно, очистили украинскую землю от предателей. Но ведь вы же это говорили ради русских, вы это делаете. Ну и вы можете сказать, что ну, вот сейчас там Путин плохой и так далее. Да, Путин, конечно, плохой. Но во время, когда был Ельцин,
Ваша вся система так построена. Ваша сатанистская ФСБшная система, КГБшная, она именно так и построена. Нравится вам это или не нравится, но это факты. Вот у нас 80% в Грозном, бывшем Грозном, ныне городе Джохаре, жило 80% русских. Понимаете? Процентов 15 русскоязычных и 5% чеченцев. Максимум там 5% жило. Из 450 тысяч. Можете себе представить? Это получается, если 80%, это получается, ну, где-то 360 тысяч проживало русских. Ну, и украинцев, может быть, потому что как бы заселяли украинцами тоже, но в основном русскими. И вот 360 тысяч, ну не только, и армян, и всех убивали, кого только вам получалось, под видом спасения русских, за то, что мы их там убиваем, вырезаем, геноцид над ними совершаем. Вы только в первые дни и месяцы вот этой войны убили десятки тысяч русских, которые не успели разъехаться, которые просто поверили вашей пропаганде, не уезжали, которых мы не успели спасти, вывести. Вот такая у вас система. Это не интересы, это абсолютно аморальные действия. Вы еще, это не сейчас началось, не в Грозном это началось. Вы всегда себя так вели. Но тогда у вас были силенки. И вас никто не мог привлечь к ответственности. Вот вы все больше и больше распоясывались, все грязнее, все кровавее, все аморальнее начали вели себя. И в конце концов, вот мы пришли к Украине, где вас хрясь за пятачок схватили в капкан и начали вам бить по мягкому месту, напоминать вам, кто вы такие. А вы говорите какие-то интересы. Кто вам мешал? Вы в G7 были, в G20 были, во всех международных институтах. Вы совершили геноцид чеченского народа только лишь за то, что чеченцы вы убивали нас. Вы думаете, мы это забыли? Сколько бы вы нам там тролли не запускали, сколько бы нам пропаганды, мозги не промывали. Да, у нас очень много людей необразованных, благодаря вот этим войнам, благодаря вот этому времени мы не получили образование. И многие просто не понимают, что происходит. Я вот именно как раз занимаюсь тем, что пытаюсь и им объяснить это. Благодаря вот этой всей системе вы просто нас загнали в каменный век, в средневековье. Вы нас унижаете. Вы не просто убиваете нас. Вы нас еще унижаете, зная, что нам унижение это неприятно, болезненно и так далее. И вы все русские молчали. Все ваши правозащитники, которые обязаны были, ваши журналюги, вот эта вся сволочь журналистская, все молчали. Не то, что молчали, помогали нас уничтожать. Ваши правозащитники все были как заодно. Понимаете? Да, фиксировали перед Западом что-то, отчитывались. Вот столько фиксировали из всего, что было. А мы все помним, мы все знаем. Поименно помним, поименно знаем. Ну и вот прилетает ответка. Вы безнаказанно совершили над нами геноцид. Ну хорошо, показали свою силу, доблесть, крутость. Сели бы и стали бы нормальными. Но нет, вы не стали нормальными. Вы дальше начали это делать. Потому что вы на нашей крови взрастили кадры. Туда ездили вы зарабатывать. Вам нравилось нас убивать. Вам нравилось унижать нас. Вашим простым вот этим бичам, которых вы нам туда засылали. Которые у себя в городе, у себя там в субъекте, в регионе ноль просто. Он вообще ничто. Его там все гоняли, он чмо там был. Приехал, стал повелителем судеб, жизни и так далее. И еще унитаз с собой привез какой-нибудь бэушный. Жена довольна, он герой там, сидит по пьяни. Я же знаю это все. Очень хорошо знаю. Сидит по пьяни, рассказывает, как он там убивали, как вы расчленяли. Увы, в газетах писали, в газетах, в интернете все это было. Я это сам читал. Это у вас распыление называлось. Убивали людей абсолютно невинных.
абсолютное, даже против вас, кто не сопротивляется. Связывали вместе, подкладывали взрывчатку, противотанковую мину, взрывчатку, подрывали, на куски разрывали. И потом уже животные доедали. Что там осталось, дикие животные. Вы трупы вывозили, в горах скидывали просто, чтобы животные доедали. Вы всю республику превратили в концлагерь, понимаете? Нацистские концлагеря позавидовали бы вашей жестокости. Россия стала на первом месте во время русско-чеченских войн по продаже внутренних человеческих органов. Вы понимаете это все? Вы осознаете, что это делали вы? О каких интересах вы, людоеды и сатанисты, можете нам говорить? Конечно, у каждой страны должны быть спецслужбы, интересы, армия, все понимаю я. Но нельзя же быть людоедом в 21 веке. И вот вы возвращаетесь, рассказываете вот этой своей детворе, всем молодежи, все гордятся, а он сам никто, он ничто. Вот он бежит, вот вы ломанулись все в Украину деньги зарабатывать, унитазы воровать. В Грузии прокатило быстренько, чуть-чуть, правда, ухватить всего лишь успели. Потом полезли в Украину. А как вероломно вы к ним полезли? Вы, наверное, забыли это все? Нет, мы не забыли. И украинцы не забудут. Еще 100 лет. И русские украинцы не забудут, которых вы также уничтожали. Понимаете? Вы просто служите вот этой сатане, вот этой пропаганде КГБшной, которая вам вливает в мозги. Вот мы великие. Какие вы великие? Вас взорвал Путин, Патрушев, ваше ФСБ, которые обязаны защищать по Конституции, по закону. Ваших людей взрывали в спящих домах в 99 году. И вы все об этом знали. Просто все. Бог не мог на вас не разозлиться за все это. Понимаете? Вы не могли за это не ответить. Понимаете? Ваших женщин, детей взорвали, а ваши военные, которые ноль просто, фигня просто из-под ногтей, пошли не на Кремль, не на Лубянку за то, что женщин, детей взорвали. В Рязани ведь. Знаете, почему в Рязани было? Вот этот рязанский сахар. Дело в том, что в Дагестане, в Буйнакске взорвали военных. Дагестанские военные ноль без палочки. У вас все они там одинаковые. Там нет значения какой национальности там. Русская армия, она не имеет национальности. Это русская армия. Взорвали тоже жилой дом. И дагестанские военные тоже оказались нулем просто. Ничем оказались. Пошли воевать, убивать чеченцев. Ни один дагестанский военный не возмутился. Потому что нету внутри ничего, понимаете? Это просто мародеры, насильники и садисты. Взорвали в Дагестане, чтобы дагестанцев на нас натравить, чтобы связать это с Басаевым там, и так далее, и так далее. Потом взорвали 2 в Москве дома, чтобы запугать общественность, мир, журналисты, там, Москва, столица, все такое. А как вероломно, как цинично, представьте себе, взорвать метро, ну не все ездят на метро, не все испугаются. Взорвать автобус, не все ездят на автобусе. Взорвать какой-нибудь фестиваль, ну тоже не так много на фестивале разные ходят люди. Не всех ты испугаешь. А зато каждую ночь идет домой, ложится спать у себя дома. И этот страх обуял всех. Понимаете? Он всех просто окутал, этот страх. Нужно было каждому в сердце войти. И вы, каждый русский это знаете. Каждый россиянин это знает. Потом взорвали дом в Волгодонске. Потому что в 16 километрах от взорванного дома находится атомная электростанция. Это чтобы Запад припугнуть. Вы манипулировали страхом Запада, что вот чеченские террористы хотят взорвать атомную электростанцию, чтобы вот всю Европу уничтожить. И потом последний дом в Рязани, 5-й подрыв 5-го дома, должен был произойти в Рязани. А почему в Рязани? А потому что в Рязани самое большое скопление ваших вот этих военных учреждений, баз, там, спецназов, училищ там, и всего остального. И вот эти все вояки из Рязани
Никто, вот представьте себе, вот десятки тысяч там, или может быть даже сотни тысяч, и учились, и служили, так миллионы, наверное, прошли через это. И все знали, что ФСБшников с поличным поймали. Патрушев вышел и сказал, когда переселили всех жителей дома в школу на ночь. Патрушев вышел и сказал, там не было взрывчатки, это были учения, там был сахар. Понимаете, все это поняли. Особенно служивые, особенно грамотные там и так далее. И вы как в том анекдоте, вместо того, чтобы искать, где потеряли, искали, где светло и где унитаз можно спереть. Вот ваша сущность, россияне. Ваша сущность, ваших военных, которые вас должны защищать. Понимаете? Как можно, ладно, если там на каких-то военных напали, какая-то провокация. Ну, женщин, детей, самые незащищенные. Причем дома взрывались самых бедных людей. Самые бедные дома взрывались. Они меньше всего охраняются, меньше всего они защищены. Ну и как бы бедный человек, кто выживет даже, особо не будет отстаивать свои права, нет у него возможности и так далее, и так далее. Дома взрывались, кирпичные, не плиточные, вот эти бетонные, а кирпичные, чтобы как можно больше жертв было. Вот вы что творили с самими собой. Понимаете? Вот что вы творили. Поэтому, конечно, должны быть интересы. У каждой страны они есть, у каждого человека есть, у каждого народа они есть. Но нужно быть не сатанистами, не фашистами, не русистами, а людьми. И вас научат быть людьми. Вас уже учат быть людьми. И вас сделают людьми. Поверьте мне. Поверьте мне. Вас уже делают. Великий украинский воин вас делает уже человеком. И весь мир будет так себя делать, дальше вести. Так, давайте посмотрим, как у вас сильно подгорело. Так. Сирийцы еще есть, готовые разорвать русских за Алеппо. За все, Эркин, им придется отвечать в суде. За все. За все. И за Алеппо. И за Грозное. За все.
Я смотрю, вы очень обиделись на правду. Зачем вы обижаетесь на правду? Я же вам только правду говорю. Все, что я говорю, легко проверяется. Что же вы так тут обиделись? Вам противно, не можете слушать, так тяжело, и все равно сидите тут. Ну, уйдите тогда, что же вы здесь? Мне стрим раскручиваете? Ну, раскручивайте. Ну, вы молодцы, конечно. Ильяс, как можно со мной связаться? Со мной никак нельзя связаться. Мой WhatsApp есть под каждым видео стриме, но я сейчас никому не отвечаю. Сейчас я решил немножко отдохнуть. Против меня готовят провокацию. Есть такой главарь УФСБ Дмитрий Кечкин. Главарь УФСБ во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Дмитрий Кечкин. Соорганизатор в 2013 году теракта в Бостоне. Пособник теракта в Бостоне. Он и другие товарищи очень много проводят против меня разные мероприятия, против всех моих родственников. Там. У меня никого не осталось уже. Всех поздравляю. И на самом деле так мне легче. На самом деле. Постоянно эту нервотрепку слушать мне уже надоело. Поэтому так получилось. Поэтому я ни с кем больше не ухожу на связь. Все. Я был слишком доступен, я много работал, много писал разных бумаг, правозащитной работой занимался. Сейчас пока я временно не пишу никому никакие документы и ни с кем не ухожу на связь. Если у вас есть какая-то информация, которой нужно привлечь внимание, вы можете написать под видео, можете написать в Facebook мне, написать в X я есть. Я сейчас пока забанен, есть в TikTok. Ну и WhatsApp мой имеется. Никакие фотографии мне не присылайте, на e-mail мне не пишите. Поэтому, если что-то нужно, пожалуйста, пишите открыто, публично. Если что-то личное, напишите в личку. Вот как-то так. Ну, никаких контактов я пока ни с кем не хочу. Я отдыхаю, понимаете, отдыхаю психологически. Ну, физически нет. Физически работаем. Да. По тебе Стечкин плачет. Митая Марк. Стечкин самый дешевый пистолет, который ты мог только придумать. Знаете, туфта полная, короче, твой Стечкин. У вас другие методы. У Дмитрия Кечкина, главаря банды УФСБ, соорганизатора и соучастника теракта в Бостоне в 2013 году, на марафоне бостонском, другие методы. Они психологические, они циничные, аморальные, ну, как все ваше ФСБ. Поэтому другие методы у них. Ни Стечкина, ни смерти не боюсь.
Здравствуйте, Эркин. Чечня, не Русня. Ты на какую структуру работаешь, говорит. Это ты мне, что ли, задаешь вопрос? Вчера мне написал текст один чувак. Пишет, что я ехуд, то есть еврей и иудей, что я там враг мусульман, что там в суре 5, сейчас я точно скажу. Конечно, вообще вы такие интересные товарищи, просто с вами так весело. Да. Пишет, что ни с христианами, ни с иудеями нельзя дружить. Что нельзя вообще, это враги на врагах, короче. 3-10. Абсолютно не знает ни Коран, ничего не знает. Начинаю ему объяснять, пишу, специально начал изучать вопрос, и какие суры, Коран, вот аяты, которые он присылает. Все ему там разложил по полочкам. Объяснил, что при жизни Мухаммада, мир ему, он своих сподвижников отправил в Эфиопию, где был христианский правитель. Он их принял, защитил их, не выдал, когда их хотели вернуть обратно, их должны были там наказать, казнить там, и так далее. Защитил. Потом, когда у этого правителя христианского начались проблемы внутри страны, эти мусульмане стали на его защиту. Кто-то принял участие, но он сказал, не нужно, он сам справился, но кто-то принял участие, защищал этого христианского правителя. И столько много я написал, столько времени я потратил на это, изучал вопрос, составлял, взял, удалил все. Он взял свой комментарий, удалил, и вся моя переписка, все, что я говорил, писал, объяснял. Я не знаю, почему. Вот я хочу вам прочитать суры из Корана, чтобы те недалекие, не знающие своей религии, не знающие геополитической обстановки в мире, абсолютно безграмотные, иногда просто невежды, чтобы знали тоже. Вот смотрите, сура Аль-Бакара 2:62. Воистину, те, кто уверовали, а также иудеи, христиане и сабии, кто уверовали в Аллаха. Аллах это Бог, значит, единого одного Бога, значит. И в последний день, то есть судный день, и творили добро, тем будет награда у их Господа, и не будет страха над ними, и не будут они опечалены. Если кто-то может опровергнуть вот этот аят из Корана, из суры Аль-Бакара 2:62, то вы, если утверждаете, что иудеи, христиане, там, враги, что там нельзя с ними дружить и так далее, вы противоречите Богу. Вот я давно хотел этому чуваку сказать. Ты найдешь, что дальше, сура Аль-Маида 5:82. Ты найдешь, что самыми близкими по любви к верующим являются те, кто говорят «мы христиане». Представьте себе, это в Коране написано. Ты найдешь, что самыми близкими по любви к верующим являются те, кто говорят «мы христиане». Поэтому, это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не превозносятся. То есть, не гордыня у них, не превозносят себя над другими. Сегодня, дальше, тоже сура Аль-Маида 5:5. Сегодня дозволена вам пища тех, кому даровано Писание, и ваши женщины целомудренные дозволены им, как и их женщины целомудренные дозволены вам. Понимаете? Здесь просто упоминается, что жениться можно, то есть имеется в виду, на людях Писания.
То есть христиане, иудеи – это люди Писания. Вы не можете говорить, что вот Коран прямо вам указывает, что люди Писания, они не являются врагами. Вы не можете говорить, что вот там враги. Вы можете делить людей на плохих и хороших, а не на христиан, иудеев, мусульман. Среди людей Писания есть стоящие прямо на истине, которые считают аяты Аллаха ночью и падают ниц. То есть аяты Бога. То есть у них свои есть книги, у одних Тора есть, у других Библия есть, Ветхий Завет, Новый Завет. И они, то есть поклоняются, падают ниц. Они веруют в Аллаха и в последний день, велят одобряемое и запрещают порицаемое. И Аллах знает творящих добро. Сура Аль-Имран 3, 113-115. Вот это все вы игнорируете и называете. И вот самое интересное, вот это то, что я составлял, интересно про времена, которые были, как христиане взяли, говорит, не берите друзей, он приводит суру из Корана, сейчас я найду эту суру, из-за чего у меня возник с ним диалог. Он говорит, сура 5.51, аят. «О вы, которые уверовали, не берите иудею христиан себе в покровители, аулия, так как они друзья и покровители друг другу». Но это все говорится, он не учитывает этот момент, был ниспослан вот этот аят в конкретной исторической ситуации, а не как универсальный запрет на дружбу или взаимодействие с иудеями и христианами. Он обращался к тем из арабов в Медине, кто во времена военной угрозы и осады вступил в тайные политические союзы с этими своими противниками, предавая своих собратьев. Это был запрет на предательство во время войны, а не на добрые отношения с людьми других вероисповеданий. Сегодня ни иудеи, ни христиане, ни американцы, ни немцы, ни французы нас, чеченцев, мусульман, из наших домов не изгоняют. Они нас приняли, они нас защищают. Понимаете? Они нас кормят, они нас лечат. Это вообще другая ситуация. Как можно исказить? Они не воюют с нами, не убивают нас и не преследуют нас за нашу веру. Мы бежим сюда, особенно вот эти, кто мне пишут, вот эти иншаллах, машаллах, которые мне болтают разное, не зная своей религии. Вам нельзя там, на России, исповедовать свою религию, вы сюда приходите, сперва становитесь, крылья распускаете, и нас никто не трогает, пинка нам не дают. И начинаете уже гнать на них. Понимаете? Какая свинская неблагодарность. Извиняюсь, конечно. Наоборот, это делают те, от которых вот, те убивают, преследуют и так далее. Если ты называешь врагами тех, я это к нему обращаюсь, кто нас не трогает, а оправдываешь или игнорируешь тех, кто нас уничтожает, ты либо ослеп от ненависти, либо сознательно служишь чужой пропаганде. В обоих случаях ты предаешь суть Корана и превращаешь религию в оружие против ислама. И Коран прямо говорит, сура Аль-Мамтухана 68, 60:8. Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми тем, кто не воюет с вами из-за религии и не изгоняет вас из ваших домов. Воистину, Аллах любит справедливых. А ты, я обращаюсь к этому деятелю, не проявляешь ни доброты, ни справедливости. Ты проклинаешь, разделяешь, раздуваешь вражду, называя всех подряд врагами, опираясь не на истину, а на свои домыслы. Это путь мунафиха. Тех, кто прикрывается религией, но на самом деле работает против нее.
Пророк, мир ему, предостерегал от тех, кто искажает аяты Корана ради споров и политических целей. Если ты считаешь, что ислам это ненависть ко всем немусульманам, то ты просто лжешь на Всевышнего. Вот тебе аяты, которые я перечислил, которые я сказал. И историю по то, как мусульмане переселились в Эфиопию. Это была небольшая группа людей, сподвижников, единомышленников Мухаммада, мир ему. Во времена жестоких преследований мусульман в Мекке пророк Мухаммад, мир ему, отправил группу своих сподвижников в Эфиопию, чтобы они нашли там убежище у христианского правителя Наджаши, царя справедливого и не притесняющего никого. Он не только дал мусульманам приют, но и отказал послам мекканцев, которые пытались забрать их обратно, выдать их обратно. На суде перед царем мусульмане открыто рассказали о своей вере. Джафар ибн Абу Талиб прочитал аяты из суры Мария, описывающие рождение Иисуса, Исы. После чего царь, будучи христианином, заплакал и признал, что это и то, с чем пришел Иса, исходят из одного источника. Он предоставил мусульманам защиту и свободу вероисповедания. Позже, когда враги Наджаши пытались сместить его, мусульмане, находившиеся под его защитой, выразили готовность сражаться на его стороне, потому что он был справедлив и защищал их. Некоторые из них действительно вступили в бой в его армии. Когда Наджаши умер, пророк, мир ему, совершил, обращаю внимание, совершил джаназа молитву, несмотря на то, что тот формально оставался христианином. Это было проявлением благодарности и признания его справедливости. Этот эпизод ясно показывает, что ислам не запрещает дружбу, сотрудничество и покровительство и политическое взаимодействие с христианами, если они справедливы. Более того, пророк, мир ему, сам установил такой союз в тяжелое для мусульман время. Любой, кто утверждает, что ислам обязывает ненавидеть христиан и евреев, просто по факту их религии, либо не знает сунну, либо сознательно искажает ее. Вот такие вот дела. Он мне затем отвечает: ты похож из тех, кто говорит, он мне говорит, что я прочитай суру 9:29, где что мусульмане заставили платить джизу, налог на немусульман. Обратите внимание, что если он находится на территории под контролем мусульман, что не мусульмане должны платить джизу, налог на немусульман. Смотрите, сколько это искажений. Любые искажения, которые вот эти пропагандисты распространяют, на русском языке чаще всего они делают, они просто изменяют контекст и просто искажают. Вот смотрите, что имелось в виду, когда про то, чтобы платить налог, джизу на немусульман. Тогда люди делились в Мекке, делились на мусульман, и вот их противников были христиане, с иудеями был договор, потом иудеи перешли на сторону христиан, и у них вместе возник конфликт. Некоторые мусульмане начали переходить на сторону христиан и иудеев, и тогда был вот этот аят, где сказано, что не берите их друзей, они себе. Во время войны, в этом контексте сказано. Вот смотрите, он мне про джизу говорит. Ты ничего не знаешь, он мне говорит про джизу. Надо, должны платить джизу. То есть налог на немусульман. Вот он говорит, я читаю Коран, я знаю, сразу он мне говорит, наверное, меня смотрит. Ты похожий из тех, я говорю ему уже, про кого говорят, смотрит книгу, а видит фигу. Взял 9:29 из Корана и думаешь, что это универсальное руководство для всех времен и народов. Но ты либо не понимаешь, что читаешь, либо намеренно искажаешь. Если второе, то знай,
тот, кто искажает смысл слов Аллаха, будет проклят им. И если ты просто невежественный, тогда сиди и учись, прежде чем судить и разбрасываться обвинениями. Аят 9:29 – это конкретный политический и правовой контекст. Речь идет о джизье, налоге, которые платили граждане не мусульмане, находящиеся на территории мусульманского исламского государства. После войны, обратите внимание, в обмен на защиту, безопасность, свободу вероисповедания и освобождение от воинской службы. Это не акт дискриминации, а механизм урегулирования последствий войны. Понимаете? С теми, с кем воевали. И вот их народ оказался теперь под контролем мусульман. Победили мусульмане. И вот в этот момент вот на эту группу людей накладывается налог. Механизм урегулирования последствий войны. Аналог контрибуции в современном международном праве. Но не на уровне государства, а в индивидуальном порядке. На тех, кто воевал и проиграл. Это было частью справедливого мирного урегулирования. Хочешь применить 9.29 аят, тогда соблюдай его и исторический контекст и его условия. И еще раз напоминаю, Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми тем, кто не сражался с вами из-за религии и не изгонял вас из домов ваших. Сура Аль-Мумтахана 68. 60:8. Вот такие вот вещи, вырезая из контекста, вырывая из контекста. Да, не только делают вот эти пропагандисты, не только Россия это делает. Всю историю, как только появилась религия, как только появились вот люди, которые начали делиться на христиан, иудеев, там, мусульман, буддистов, там, много разных есть. С тех пор люди управляются правителями и стравливаются, контролируются при помощи религии. Те люди, которые нами управляли вот всю историю, всю нашу историю, они чаще просто, это был способ управления. Поэтому человечество пришло к тому, что религию нужно отделить от политики. Потому что это очень хороший способ манипуляции, управления. Тем более религия – это внутреннее дело каждого человека. Есть ты и Бог. Поклоняйся. Делай, твори хорошее. Будешь творить плохое, все, ответишь перед Богом. Здесь нарушишь уголовный кодекс, ответишь на земле. Вот. И вот эти вещи приходится объяснять, рассказывать. Но люди настолько влезли вот в это во все, и им столько вот этой пропаганды в голову забито, что они абсолютно ничего не понимают. Абсолютно. Так, подождите. Мне тут нужно быстренько ответить. Почему ислам заставляет всех принимать веру? Зина, нет, ислам не заставляет. Понимаете? Вообще в религии, и в христианстве, и в иудаизме, и в исламе не может быть, в исламе, это я точно знаю, нету принуждения к религии. Это все обман, который нам навязывается. В религии этого нет. 7 октября, когда фашисты из Хамас, сатанисты самые настоящие, служащие сатане, Кремлю, Ирану, вот этому аятолскому вот этому режиму и, конечно же, Кремлю. В первую очередь Кремлю хамасовцы служат. Когда они пошли убивать евреев только лишь за то, что они евреи,
они назвали вот этот свой акт геноцида наводнением Алякса. Они манипулировали религией, они манипулировали вот, мечетью, которая на протяжении многих веков стояла таким камнем преткновением и камнем манипуляции. Да. И вот как они используют это все. Вы можете себе представить? Какое отношение имеет Алякса, ислам, к убийству женщин и детей, которые они совершают в другом конце Израиля, в другом конце страны, на которую они напали. И вот все это дальше тиражируется, распространяется. Это все делает российская пропаганда. Российская пропаганда, арабская пропаганда, персидская или иранская пропаганда. И вот это ось зла, которая ведет свою эту работу. Так что вот так вот. Пожалуйста, Эльна Зубаидова. Ясно, ясно, Элис. Но в Иране заставляют, например, прикрывать голову, прикрывать тела, молиться. И не только в Иране. Не только в Иране. Например, Саудовская Аравия, которая заключила с Израилем, с Америкой давно имеет, сейчас с Израилем заключила авраамические соглашения. И я так полагаю, это будут хорошие друзья в ближайшем будущем. Мы это все увидим. Израиль и Саудовская Аравия будут очень дружно вместе сосуществовать. У них еще недавно нельзя было женщине ездить за рулем. Понимаете? А в некоторых, и это не имеет отношения к исламу. Понимаете? Это просто так решили их традиции. Их личная потребность. Понимаете? Что вот они не разрешают женщинам ездить за рулем. А что она делает? Она что-то какой-то грех она совершает. Мужчина ездит, все нормально. На конях можно было ездить женщинам, а на машине теперь нельзя, получается. Например, в Афганистане, женщина вообще это как кусок мяса. Вообще абсолютно там. Выдают замуж, там подгоняют какие-то хадисы. Есть такие хадисы, да? Под эти хадисы они просто выдумываются какими-то правителями. Есть какой-то правитель, ему хочется там 6-летнюю или 9-летнюю девочку. Вот он, а ну к своим этим придворным, напиши-ка. И ведь педофилия же не сегодня началась, правильно? И вот идет она с тех пор. Вот он записывает, и все. Вот можно было, там он сказал, там где-то пророк что-то сказал, сделал, и все, записали, все, и делается. И там реально происходит. 80-60-летний мужчина женится, берет себе девочку, не знаю, в Афганистане, это в какой другой стране. Но это не только среди мусульман происходит. Это традиции народов. Это есть и в африканских странах, это есть и в других странах, и в южноамериканских есть, и в других разных, и в Индонезии, и много-много где разные вещи попадаются. Поэтому мне кажется очень правильно то, что человечество страданиями, огромными кровопролитиями, войнами пришло к тому, что религия должна быть отделена от государства, чтобы ею не манипулировали, не управляли ею массами. Есть государство, есть политика, а есть Бог и ты. Все, вот, занимайся, молись. Как тебе угодно. Это закреплено в нашей Конституции. Вот. Grundgesetz, основной закон Федеративной Республики Германии. Так. Статья 4. Свобода вероисповедания, свобода совести, свобода свобода религиозных, мировоззренческих убеждений неприкосновенны. Гарантируется беспрепятственное исповедование религии. Никто не может быть против своей совести принужден к несению военной службе
с оружием. Подробности регулируются федеральным законом. Хотя это, наверное, будут менять. Будут менять. Как-то так, друзья. Религия не враг Рима. Религия не враг. Враги те, кто ею управляют и манипулируют людьми. Религия, она, как ты к ней отнесешься? Ты можешь ее использовать во благо, можешь во вред. У вас так много ботов на канале. Конечно, ты думаешь, что кукурузу охраняем? Конечно, боты. Конечно. Нам специально выделяется целый отдел ботов на нас. И причем наш канал запрещен на территории фашистской России. И все равно нам выделяют ботов. Так что мы работаем. Бьем прямо в точку. Совершенно верно. К примеру, на России сейчас православные террористы. Гоша, абсолютно верно. На России ни православие, ни мусульманство в государственном, КГБшном смысле не существует. Это самый настоящий сатанизм. И они, конечно, используют методы террористов. И вот эти хамасовцы, которые совершили, они же готовились десятилетиями. Они раньше были большевиками, марксистами. Помните, раньше другие, они учились все в Москве, их руководители, говорят на русском языке. И потом стали радикальными, исламскими, мусульманскими, потому что так выгодно. Так красиво. Коммунизм перестал существовать. И после 1991 года все эти палестинские террористы из марксистов стали мусульманами, радикальными исламистами. А это дебилы, которые используют ненависть, там все, она культивируется, взращивается там очень сильно. И вот сейчас все говорят, да, нельзя там выселять, нельзя, третье, десятое нельзя. Так я тоже против, чтобы выселяли их, чтобы там дали им жить и так далее. Но что делать с людьми, которые на протяжении 70 лет, 60 лет накачивались ненавистью, 2-3 поколения накачивали ненавистью? Что делать евреям, которые там живут? Просто объяснить, да, другой выход дайте мне, они ненавидеть будут, они будут всегда пытаться сделать. Вот это большой мега-эксперимент поставили над этими арабами Палестины. Большому сожалению. И нужно вести работу разъяснительную, объяснять, что за этим, сейчас даже говорят, Иран стоит, Иран, некоторые иногда только русские говорят. Не знаю почему, кто-то боится, может быть кто-то с русскими заодно, русских не упоминают или не часто упоминают. Так это КГБ за этим всем стоит. Иран, самый главный спонсор Иран. Да, Иран спонсор. Но вот этих суннитских, вот этих хамасовцев в основном русские всегда финансировали. Да, шиитские, Хизбаллу, йеменских террористов, Иран, шииты финансировали. Ну а вот эти Хизбалла, вот, Хамас, которые, их же Россия и финансировала, и готовила, и все делала, и до сих пор, и сами непосредственно, везде у них путинские плакаты висели в этом секторе Газа, везде. Да жалко людей, абсолютно, честно, искренне, всех жалко. Но как быть? Как быть, если люди уже, ты им не объяснишь? Они меня ненавидят, вот мне пишет человек, я вам это рассказывал, потому что люди сидят, мне вчера, позавчера зашел в стрим человек и говорит, я плакал там за там, что там евреи творят в секторе Газа. Так ты лучше поплакал бы, когда вот твоих сейчас отправляют на войну, он не понимает это, или он этот был, конечно, 100%, 99% подхолопный. Абсолютно, абсолютно. Потому что если бы чуть-чуть у него был бы мозг, сердце, понимание, он бы 95 у себя не поставил бы на нике. Но в любом случае плачет, если верить, конечно, врут ведь безбожно. Если ты плачешь, то поплачь за чеченцев, которых убивали, убивают. Геноцид реальный был.
Реальный был геноцид. Как-то так. За антиамериканизм бан. Бан. В Иране половина жителей персы, каждый пятый азербайджанец. Много других национальностей, но там 99,2% мусульман. Вот это и есть инструмент объединения и управления страной. Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, ведь Иран и управляет через религию. Они вот управляют своей вот этой, своим пониманием ислама. И верят в это. Вы видели, как они себя бьют по спине разными, там, до крови разбивают, по груди бьют, там, ну, это доводят себя до экстаза, до какого-то там странного состояния. Пусть ужас Газы придет в твою семью, пишет мне Иван Иванович Иванов. Пусть ужас, который был в моей стране, в моей семье, с моим народом, придет в каждый ваш дом, Иван Иванович Иванов. Газа, жители сектора Газа, они на курорте находятся по сравнению с тем, что вы сделали с нами. Вы не просто разбомбили, уничтожили людей. Вы потом устроили концлагерь и перемололи просто все мужское население через пропустили. И не мужское тоже, и женское в том числе. Вы ублюдки просто, которые пытаетесь что-то нам сказать. Вы недостойны даже пыли из-под наших ног. Украине, героям слава. Так, мы уже 1,5 часа в эфире. Друзья, я думаю, сегодня получился разносторонний и интересный стрим. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра в это же время, как начало этого стрима, завтра обязательно мы выйдем в эфир. Постараемся, по крайней мере, выйти. Все будет Ичкерия.
Ам Израиль Хай. Слава Украине. God bless America. Вива Грузия. Всего самого хорошего. Адикюэль Машуэль. До свидания.